связи. Утки прям рядом с шалашом сели. Вон она. Первая утка, какая-то белая грудка. Свияжь. Ну да, свияжь. Потому что они... Во. Первая утка, ребята, в этом году. Свияжь. 2020 год. С почином. Буквально, блин, от силы там 20 метров. Нормально. Ну, излетели, они улетели потом. Вот так вот. Фу. Хорошая утка. Хорошая утка, нормально. Начало охоты есть. И дождь не прекращается. Очередной свияч подсел. Один. Не углядел, не понял, куда он сел. Метров 70, наверное, от меня. Даже и не заметил, откуда он. Вон он, где-то там. Кряква еще летит. Свиязи окружили меня. Тут один сидит, справа тоже один. Там кряква впереди. Чирок появился. Ага, и слева еще чирок. Вон. Чирки появились. Кряква взлетел. Право сели. 4 шилохвоста. Что-то за спиной у меня шуршит.
улетели. Шилохвосты. Наверное, видать, услышали меня. Ай, вообще, где тут свинья еще тут сидит где-то? Может, тоже уже улетела. Дождь перестал. Сейчас нормально. Чуть-чуть ветерок поменялся. Когда выходил за уткой, я снимал очки. Зашел, я, блядь, сел на очки. Стекло выскочило из этого. Как этот корпус-то называется? Оправа или что? Как-то насадил, не знаю. Главное, чтобы на ходу в воду не упало стекло, чтобы не потерять. Кулики такуют. Весело тут. Шумно. Самое главное, чирки появились. Это интересно, когда чирки еще туда-сюда летают. Вот так. 2 чучела перевернуло ветром. Надо подправить. Ну, это ночью можно выйти там. Все равно всю ночь делать нечего. Ждем-с. Слышите, шум какой? Вот тут эти сидят. Ой, шилохвосты. А там ужасный ураган опять идет. Уток, конечно, сейчас уже не видеть. Не увидишь сидящих. Буквально где-то тут рядом сидят. Ничего себе там штормит. Ну все, начался дождь. Все, прячемся, опять начинается дождь. Не могу найти фонарик. Сейчас включу фонарик. Взлетят, нет? А вон она утка. Это какая-то нырковая утка тут. Вон он плавает. Надеюсь, видно? Вон. Белая. Самец. Белый-то есть. Сейчас попробую выстрелить. Неудобно. Вон он сидит. Дурак. Самец. Явно самец. Не могу фонарик настроить, блин. Пипец, не могу. Не, мушку я не вижу. Туда-сюда плавает. Нырковая, факт, что это нырковая утка. Нет, мушку теряю. Так, это не вариант.
Так, попробуем вот так. Блин. Неудобно-то как. Вот теперь вижу, ребят. Вижу и также время теряю. Улетел, он летит. Улетел. Ай, блин. Даже и не попал. Самое главное. Фу, блин, слепит. Думаю, пора заканчивать вечернюю зорьку. Потому что все, ничего не видно. Сейчас вот туда-сюда плавает. Но это нырковая утка. Сколько хочешь, ребят. Такого у меня еще не было, чтобы под фонариком наблюдать, как утка туда-сюда плавает. Самец был не крохоль, а... Ай, блин. Тоже нырковая утка. Не такая большая. С узким клювом. Нос, клюв. Короче, длина клюва где-то сантиметров 4, наверное. Питается, думаю, мелкими рыбешками. Невкусная утка. Она белая, как бывает, если увидишь, там сидит, спокойно сидит, думаешь, кусок льда, или же пена такой кусок. Он вообще белая утка. Ну, вечерняя зорка закончилась. Сейчас только остается ждать утренней зорьки. Время 21 часов 18 минут. Примерно до 2 часов или до часу, я не знаю, во сколько рассветает, придется ждать нам. Сейчас вот опять штормит на улице, мелкий дождь, порывы такие. Наверное, я думаю, лучше укрыться. Укроюсь, и тут из этих щелей нормально так дует. Надо было еще молоток взять. Здесь, наверное, кусок рубероида сюда прибью, потому что сифонит нехило. А так, не впервой. Посидим. Сейчас скипятим чай попьем. Это условие шикарное. Бывает, вообще бывало так, сидели под елкой всю ночь. И под таким дождем я разок вообще на таком островке сидел. Но это уже рассказывал, ребята. Да, дождь пошел опять. Утка замолчали, в принципе. Сейчас надо набрать воды в банку, чтобы и, наверное, укрытие сделать сразу. Рюкзаки хлама, блин. Опять набрал там лишнее. Очень много. Банка где? Вон она. Банка. Клянка. Эти вещи, в принципе, можно оставить. Может,
завтра или через день снова придем сюда. Ну, первоначально сейчас, думаю, лучше сейчас несколько дней сюда ходить, если погода позволит, если дождя не будет такого. Сейчас наберу воду. И розовый чай тут у меня. Такс. Потому что сейчас вот в эти дни, к 9 мая у нас хорошие утиные перелеты еще должны быть. Хорошо, что литровый термос не взял. У меня этот пол-литра еще осталось чая. Ну, сейчас свежий заварим, сейчас поужинаем нормально. Не зря же я тащил сюда еду. Тьма на улице. Может быть, еще будут снегопады, потому что ночь еще очень темный. Тьма вообще жесть. Ладно, сейчас за водой сходите. Так, укрытие наше. Как бы открыть все это дело. Не развалить все. Ой, блин. Так. Далеко ходить не будем. Тут наберем, черпнем. Опа! Вот и все. Вот видите, какой наш. Ну, а утки еще кружат тут с вязи. Слышите? Несколько штук. Вот такая избушка у меня, ребят. Для охоты на уток. О, блин. Пойдешь. Вот так вот. Все, сюда поставим. Вон какая чистая вода. Как слеза. Наша добытая утка. Свияч. Ну что, ребят. Вот такой дом у нас получился. Вот такой домик. Укрылся я вообще капитально. Пленка. Все шумит, шуршит. Но зато мы не под дождем. У нас сейчас сухо. И рубероид еще занес. Вот. Занес рубероид. Здесь я буду утепляться. Степлер принес. Короче, будем заняты делами. В одну стенку хоть. Вот здесь я вот эти щели еще прибил рубероидом. Надо было бы снаружи, но там у меня очень много пластика. И никак. Все четко. Обычный полиэтиленовый пакет. Тут еще щель такой помощнее, она нам будет этот щель не помешает, будет тепло. Сейчас еще газ включим, еще жара будет. Все мешается, все мешается. Куда бы что поставить?
что, начнем с... Вот так вот. Вот так вот. Еще сюда кусок. И будет тепло. Надо бы, конечно, все цивильно сделать, аккуратно. Но у нас так получается. Вот так. Прям вообще классно. Молоток нужен еще. Это старая спасательная жилетка. Это лесофонтовская. Но, знаете, вот тут пенопласт. И когда я облокачиваюсь к этому, к стенке, от пенопласта тепло. И спина не мерзнет. Вот. Ну и, наверное, еще гусиные чучела тут у меня. Блин, как же тесно тут у меня. Так, когда спокойно сидишь, все устраивает. Но вот в данный момент в теплой одежде чуть-чуть как будто тесновато. Сейчас еще вот здесь, где поясница, я еще буду доделывать. И здесь. Так. Тепло будет потом. Все. Ну и это еще как-нибудь присобачу туда. Так. Рубероид еще у меня есть. Здесь дошью. И спереди еще можно. Потому что если оттуда ветер, здесь щели. Вот тут тоже щели большие. Вон. Какие щели. Вот здесь еще можно. И не будет продувать. Ну, здесь это пускай форточка будет. Если оттуда ветер будет дуть, можно туда пленку тоже повесить. У меня кроме этой его пленки еще есть. Кто-то вот шмалял вот сюда. Вон гусиные профиля вот я делал. Ну, раньше как-то тоже начинал заниматься. Насмотришься интернет, блин, тоже захотелось, а толку от этого никакого, потому что гусей у нас очень мало. Нормальных перелетов у нас нету. Ну, обычная профиля. Вообще класс. Вода накапливается. Ну что, хватило еще вот сюда я прибил. Также. А тут щелей нету.
Здесь тоже все обшито. Короче, не зря степлер притащил. Слышите? О, кругом чирки. Обложили меня. Так уютно, ладно. Потому что активно там они свистят. Вот так. Ну, я зашел в свою страницу в Ютубе. Смотрю, что там, как дела. Лягушки вовсю квакают. Быстро они просыпаются, когда чуть-чуть потеплеет, все сразу. И дождь перестал идти. Ветра нету, вообще классно. Классная ночь. Свиязи появились. Слышите? Свиязи вон там. Связи. Вот так. 21:53. 10 часов. Так, поставил кипяток. Сейчас будем ужинать. Также на зарядку 3 батарейки поставил. Вот такие аккумуляторы на Sony, на что я снимаю. Многие спрашивают, на что я снимаю. Sony 300.
экшн камера. Вот сейчас я уже наснимал 3 аккумулятора, разрядилось уже. Это 4-й аккумулятор у меня на камере. Ну, в течение часа примерно все это зарядится. Одна батарейка на 3-я часть только разрядилась. Эти 2 крайние полностью разрядились. Кругом утки, не переставая, все еще свистят, кричат. Вот так вот. Ну, на газу быстро все закипит.